Здравствуйте, уважаемые телезрители, болельщики и любители спорта, в частности кикбоксинга. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию заключительного соревновательного дня чемпионата первенства России по кикбоксингу в разделе К1. У нас сегодня финальные пары, и давайте сразу к делу. У нас сейчас на ринге ведут поединок финалистки весовой категории до 52 килограмм. Это финал женских состязаний в этой весовой категории. Завершается у нас первый раунд. У нас в красном углу ринга Полина Петухова, мастер спорта международного класса, представляющая Республику Чувашия. В синем углу ринга Алина Гиясова, кандидат мастера спорта из Тульской области. Ну, послушаем мы тренеров, я думаю, в следующем перерыве. Сейчас давайте все проанонсируем. Для вас у микрофона работает Власий Сергеев. В скором времени к нам присоединится сокомментатор в лице заслуженного тренера России Владимира Иванова. Как раз он вот сейчас подошел. Итак, у нас сегодня заключительный день, и понятно, да, то, что у нас остались только финальные поединки. Начали мы просмотр, как и вчера, да, вот с женских финалов. Вот сегодня мы посмотрим, имеется в виду сейчас, да, 52 килограмм, потом до 60 килограмм. Потом перейдем к финалам мужским, и там мы увидим два поединка представителей якутской школы кикбоксинга. Перед вами выступят Петр Васильев и Тимофей Сивцев. Ну, до этого мы еще дойдем, остается совсем немного. А сейчас, конечно, все внимание на ринг. У нас финал весовой категории до 52 килограмм. Итак, с нами работает Владимир Иванов. Добрый день, добрый день. Сегодня замечательный день, праздник спорта, финал, самые красивые бои чемпионата России и первенства. Да, так и есть. Конечно же, все самое у нас интересное, конечно же, произойдет в последний соревновательный день по логике вещей. Да, у нас получается с 11 финалы, а вечером, дорогие друзья, в 17:00 у нас пройдут гала-финалы. Я уверен, что у многих телезрителей возникают вопросы, да, вот касательно того, что как же, по какому принципу разделяют, да, вот я перед началом трансляции поинтересовался у представителей федерации насчет этого, да, у нас, оказывается, дело в том, что разделяют по следующему принципу. Финалы, это понятно, то, что, да, финальные поединки, а гала-финалы это те же финалы, но тут дело в том, что в гала-финалах принимают участие, когда вот оба спортсмена, да, имеют высокое звание, то есть да, заслуженный мастер спорта. Да, самые титулованные. Да, по такому принципу разделяют. Спортсмены. Это вот, как мне сказали, то, что интересная такая практика, она применяется вот, ну, в последнее время, то есть последние годы, как я понял. Ну что ж, у нас второй раунд уже проходит. Тут, конечно, Полина Петухова, конечно, на документах, да, на бумагах она является более опытной, потому что у Петуховой является мастером спорта международного класса. Что касается Алины Гиясовой, то она кандидат мастера спорта, поэтому можем сказать то, что Полина Петухова принимает экзамен в финале у своей соперницы. Да, для нее ответственный старт. Встреча такая с опытным, с Полиной Петуховой, мастером спорта международного класса из Республики Чувашия. Напомню, это весовая категория 52 килограмма. Да, и можно отметить, да, следующее, то, что у нас Алина Гиясова провела на один поединок больше. Начинать с рук, видишь, получается с рук, когда с руками, видишь, он пропускает лоу-киком, заканчивая обязательно, чтобы не отдавать. Получили спортсменки наставления перед стартом заключительной трехминутки, но, как я уже сказал, да, Алина Гиясова на один поединок больше провела, она стартовала, получается, с 1/4 финала, и она в стартовом поединке выиграла у представительницы сборной Якутии, у Виктории Петровой. Затем Алина Гиясова вышла в полуфинал, и Алина Гиясова в полуфинале победила Олесю Булдакову из Приморского края, и вот сейчас она оспаривает золото. Ну так, третий раунд, самый ответственный момент для обоих спортсменов. Безусловно. А Полина Петухова стартовала с полуфинала. Она вот, на предыдущей стадии выиграла у Дарьи Пунтус из Санкт-Петербурга, у перворазрядницы. В принципе, да, можно сказать о том, что хорошая сетка, да, у Полины Петуховой. Учитывая то, что она мастер спорта международного класса, получается, в полуфинале соперник с первым разрядом, а в финале
спортсменка, являющаяся кандидатом в мастера спорта. Ну, конечно, нельзя тут никоим образом хоронить, да, изначально, потому что мы уже видели, да, в рамках первого соревновательного дня у нас кандидаты в мастера спорта побеждали заслуженных мастеров спорта, поэтому, Это финал. да, Лучшие из лучших встречаются. Может быть, любые сюрпризы. но действительно на протяжении всех этих, получается, сегодня какой? 5-й по счету соревновательный день. Видели мы много сюрпризов, видели много красивых приемов, ударов, да, и я думаю, что телезрители прекрасно еще помнят и нокауты. Были у нас хорошие нокауты, множество нокдаунов. Ну, в общем, можем с уверенностью сказать, что это чемпионат и первенство, да, которые проходят у нас в Якутске, подарили много-много красивых моментов, и все эти моменты мы показываем в прямом эфире, так еще и с применением видеоповторов. Хороший удар. Очень точный удар у Полины Петуховой. Ну тут, конечно, да, это последняя двухминутка. Тут обе спортсменки, конечно, должны по максимуму, да, отработать этот раунд, потому что это последняя возможность для того, чтобы записать свой актив баллы и увеличить свои шансы на победу. Ведь на кону у нас золото чемпионата России. И остается чуть больше 10 секунд. Достаточно уверенно Полина Петухова ведет бой. Подтверждает свой класс. Действительно, напомним, что представительница Республики Чувашия является мастером спорта международного класса. Завершается поединок, и сейчас через пару мгновений мы узнаем имя обладательницы золотой медали весовой категории до 52 килограмм. Ну, Полина Петухова действительно очень мастеровитая спортсменка. В этом бою Уверен, телезрители запомнили ее выступление. категории до 52 килограмм. Решение судей. Единогласным решением судей завоевала спортсменка красного угла Полина Петухова. Да, Полина единогласным решением. судей. Республика Чувашия. Мы ее поздравляем. Республика Чувашия. Мастер спорта международного класса. Становится на Ну и обладательницей Алина золотой Гиясова. медали. Тульская область показала отличный бой. Да, конечно, Алина Гиясова может записать в свой актив, да, выступление на этом чемпионате. Она ведь все-таки с четвертьфинала прошла непростых соперниц, дошла до финала и уступила мастеру спорта международного класса. И видим, как она радуется. Вот. Танец победы. Танец победы, да. Замечательно, отлично. Здорово. Судья номер Полина один. Петухова в прекрасном настроении. Судья номер 2. Ну, раньше мы говорили, да, то, что идет готовиться к следующему поединку. Но Да. сейчас уже мы скажем то, что она идет готовиться к награждению, чтобы зайти на высшую ступень пьедестала наших соревнований. Это очень здорово. Полина Петухова действительно была точнее и результативнее своей соперницы. И отличный танец победителя. Красивая точка, да, в этом поединке. Точка в ее выступлении. И в скором времени она зайдет на высшую ступень и получит заслуженную золотую медаль. Поздравляем Полину Петухову и тренерский штаб Республики Чувашия. Ну а мы идем далее, переходим к следующей весовой категории. Это также у нас женщины, весовая категория до 60 килограмм. На ваших телеэкранах слева, да, у нас Александра Савичева, мастер спорта из Приморского края. И, соответственно, в синей форме у нас Анастасия Жарова, кандидат мастера спорта из города Москва. Такая у нас финальная пара в этой весовой категории. И это, отмечу, последний финал, последний женский финал в рамках утренней программы. Потом мы приступим к просмотру мужских финалов. И сразу же у нас в первой паре выйдет Петр Васильев. Он оспорит золото с Кижиком Багай-Ол из Тывы. Так что, дорогие телезрители, уже вот через в следующем поединке мы увидим выступление якутянина. Да, девушки активно начали поединок, надо признать. Ну, на кону золотая медаль чемпионата. Вот таким сильным боковым Жарова заходит, сокращает дистанцию. Но Савичева, в принципе, внимательно наблюдает за своей оппоненткой, и она готова встречать. Мы Да, видим, она контролирует ситуацию. Но она и мастер спорта, более титулованная.
Небольшое преимущество у Савичевой в росте, но это не такое преимущество, да, которое вот подразумевает классический сценарий, когда вот спортсмен высокий, он работает на дистанции. Мы видим то, что размах рук, ну, примерно, да, одинаковый. Если есть разница, то она не такая большая. Хорошая встречная контратака у Александры Савичевой. Приморский край. Ну, Жарова у нас как бы работает первым номером, она преимущественно она идет вперед. Савичева же ввиду более мастеровитого, да, оппонента, она вот работает как бы по Она оппоненту. Да, Вот, она выжидает, да. ищет слабые стороны, проваливает. И тут же контратакует. И достаточно успешно сейчас лоу-кик закончил. Ну, такой интересный первый раунд получился. Конечно, тут больше тактическая у нас борьба идет в первой двухминутке. Давайте сейчас послушаем тренеров спортсмена. Лучше заходить слева прямого, не надо бокового, уже видит тебя. Значит, перед тем, как что-то сделать, раздергивай чуть-чуть. Чуть-чуть. Дышь хорошо, кстати, молодец, дыши. Раздергивай чуть-чуть. Александра Савичева является Я знаю, что еще у нас второй раунд, я знаю. Но ей надо повторить. Раз-два, нога, раз-два, еще раз туда. На вторую атаку не ждет твою. И сразу быстро уходи. Ушла. Получили спортсменки наставления, и Анастасию Жарову вот, тренер просит не заходить боковым, да, и просит левым прямым начинать наступление. Что касается вот Александры Савичевой, то тренер говорит, то, что серия, и потом обязательно вот ногой работать. И на второй атаке, как заметил тренер, да, Савичевой, Жарова не ждет работу ногами. Да, ну как более титулованной спортсменки, ее просят несколько серий атак проводить. Не только одну серию, там отойти и еще вторую начать. Когда Жарова не ждет. Смотрим второй раунд. Хороший встречный. Но второй раунд повеселее у нас идет. Если же вот, первая двухминутка у нас прошла, так сказать, в рамках тактической борьбы, да, Жарова вот, ну, как бы работала первым номером, но столь активной у нас борьбы ну, не было, да, в первом раунде. Вот сейчас мы видим, Жарова решительнее наступает, и, соответственно, Савичева решительнее, активнее отвечает. Плотнее идет поединок. Ну, до конца 50 секунд. Это у нас уже финал, дорогие друзья. Сегодня, как мы уже отмечали, остались только решающие поединки. Стартовали женщины с 1/4 финала. И вот две лучшие спортсменки этой весовой категории сейчас ведут борьбу за награду высшей пробы, высшего достоинства. Золотая медаль и серебряная. Да. Оба медали достойны. Ну, Савичева, конечно, тут, да, ей возможность, она там результативные шлепки сделает обязательно. Является она мастером спорта, напомню, но Анастасия Жарова кандидат мастера спорта. Она из Москвы. Да. Александра Савича представляет Дальневосточный федеральный округ, Приморский край. Последние секунды раунда, и спортсменки отправляются по углам. Восстанавливать свои силы и получать наставления от своих тренеров и секундантов. Все хорошо получается, с ручек начинаем. Когда просто немножко кидаешь, вот сейчас попадаешь. Поджал, руками несколько лоу. И пробивай, серия, лоу, и вяжи ее. Саня, надо стараться, надо постараться. По-другому их не перебить. Знаете, вот по разговору в красном углу создается такое впечатление, что Александра-то уже к финальному дню подошла как бы уставшая. Ну, такое ощущение создается, вот тренер, да, как будто бы ее в каждом перерыве вот просит, ну, потерпи еще, вот, буквально осталось-то
пару раундов работать. Но судя, как она ведет поединок, да, и не скажешь, что она устала. Да, она хорошо держится. Просто ее просят более плотнее поработать. Ну а в углу Анастасии Жаровой, в принципе, были довольны, да, как она ведет поединок. Просто там дополнительные какие-то советы, но, в принципе, то, что, видимо, был поставлен план, и этот план идет по сценарию. Ну, Жарова продолжает работать как бы первым номером, и Савичева также вот, работает в том же духе. Ну, последний раунд, тут осталось полторы минуты, грубо говоря. Полторы минуты до конца выступления обеих спортсменок. И это последний поединок для обеих. И нужно, конечно, постараться. Удаляют тем временем секунданта Александру Савичевой. Напомню, что по правилам кикбоксинга, да, во время поединка тренер не должен подсказывать, он должен молчать. Ведь для него есть специально отведенное время между раундами. И вот, если тренер игнорирует, да, вот замечание рефери, то он удаляет. Ну, эмоции. Тут, конечно, да, финал. Тренер ощущает, что он сам в ринге находится вместо подопечной. Вот хочешь, не хочешь, наверное, да? Да. Сидишь, выкрикиваешь. Так, у нас официальное предупреждение Жаровой за задержку, как я понимаю. Ну, тут, да, тоже спортсменок тоже касается, да, если одно и то же замечание получишь несколько раз, то уже балл снимают, и тут на счет все это идет. А если у тебя балл снимают, это, конечно, очень... Да, это имеет Да, это плохо. решающую роль, особенно в финале. И в последнем раунде, да, когда, я думаю, обе спортсменки сейчас имеют, конечно, определенные надежды на этот раунд. Последний отрезок всегда может и, как правило, играет решающую роль. Ну, при равном бою уже эти предупреждения решают роль. Да. Но, слава богу, что рефери не дал минус, да. Что чревато, конечно. Так, ну тут у Анастасия Жарова что-то прям с ног валится. Вот подряд сколько раз она упала. Видимо, накопленная усталость. Но идет вперед отчаянно, но нет результативных таких ударов. Ну, что ж. И завершается поединок. Гонг. И ждем решения судей. Александра Савичева на ваших телеэкранах, мастер спорта из Приморского края. Как мне показалось, да, она выглядела предпочтительнее в этом поединке, но не мне судить, конечно, для этого есть судьи. Анастасия Жарова тоже провела хороший поединок, и сейчас мы узнаем имя чемпионки этой весовой категории. Чемпионки России весовой категории до 60 килограмм завоевала спортсменка синего угла Анастасия Жарова. Ну что ж, поздравляем Анастасию Жарову. Тот самый случай, Кандидат вот, мастера спорта да, переиграла мастера спорта с Приморского края Александру Савичеву. когда вот активность и целеустремленность спортсменки, да, вот дает плоды. Это тот Да, самый вознаградили, случай. в общем, она больше шла вперед, работала. Кстати, не так часто, да, у нас такой сценарий развивался. Но спортсменка, да, Анастасия Жарова постоянно шла вперед, она работала первым номером. И получила она свою победу, с чем мы ее поздравляем. Да, вот видим. То, что, да, может, в третьем раунде, да, Александра Савичева, может, тоже более была нацелена на атаку, но, в принципе, у нас сценарий на протяжении всего поединка был одинаковый. Анастасия Жарова была активнее, шла вперед и работала, и видели, да, как в третьем раунде она прям уже падала. Да, оба спортсменки устали, выложились. Да, с четвертьфинала начали спортсменки, получается, третий поединок для них. И Анастасия Жарова. Бой празднует абсолютно победу. такой равный. Да, хороший такой интересный поединок, по итогам который Жарова становится чемпионкой весовой категории до 60 килограмм. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы переходим к мужским финалам. Весовая категория до 51 килограмма. И только что вы видели, как на ринг вышел Петр Васильев. Кандидат в мастера спорта, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия. Оспорит он золото с Кижиком Багай-Ол. Также кандидатом в мастера спорта из Республики Тыва, который Ну что ж, помимо... стадион ожил. Мы Да, сейчас этого все представляет болеем. Хабаровский край. Итак, финал, за поехали, Петра дорогие Васильева. друзья. Лоу-кик заряжает Кижик.
Да, Два уранхайца выясняют отношения. работает активно Петр Васильев. Кижик тоже, да, не остается в долгу. Двойка проходит в исполнении Кижика. Тут же он добавляет лоу-кик. Петр Васильев тоже свой лоу-кик заряжает. Ну да, Кижик Красивый бой начат. В достаточно высоком темпе. да, темп Ощущается действительно высокий. мастерство. И у амбиций у обоих, конечно, завоевать золотую медаль. Сейчас никого не устраивает серебряная медаль. Да, и пока не наблюдается, да, такого понятия, кто же тут работает первым или вторым номером. Оба спортсмена очень активно идут вперед. И вот периодически взрывами у нас идет этот поединок. Хорошо тут попал руками Петр Васильев. Надо работать активнее. Кижик, как мне кажется, вот больше сейчас попадает. Да, Кижик использует хорошо свой рост. Ну, Петру Васильеву, конечно, Да, Петр надо Васильев, мне кажется, тут поплотнее навязать свой бой. готовит, да, какую-то комбинацию. Не то чтобы выжидает, но мне кажется, он готовит какую-то серию. Хороший удар по корпусу у Петра. Последние секунды первой двухминутки. Хорошая Хорошо. атака. Да, в концовке здорово поработал Петр Васильев. И на этом завершается первый раунд. Послушаем тренеров. Player kita back pin karo back piece barang orang hati haram dia tergiat Ну, Андрей Алексеев, главный тренер нашей команды, предупреждает Петра Васильева. Он говорит о том, что Кижик вот двигается и может, да, вот использовать бэктист. Видимо, хорошо, да, изучили соперника, смотрели Да, его конечно, наш выступление. тренерский состав знает достаточно хорошо. Сборную команду, кто вы. Да, и Хорошо защищался Петр от лоу-киков в этом эпизоде. Итак, вторая двухминутка. Дорогие друзья, поехали. Это финал весовой категории до 51 килограмма. Петр Васильев, наш спортсмен, оспаривает золото с представителем ТВ. Хороший лоу-кик. Да, видим, как Петр Васильев сам тоже Дальше. заряжается, да? Энергичный такой парень, Петр Васильев. И дальше вторую атаку. Петр, вот так. Хорошо, левый боковой доходит до цели. И уходит. Хорошо проваливает Петр. Ищет момент. Да, в этом компоненте очень здорово действует. Так, тут надо поправить футы. Кижик Бакайол. И это несмотря на то, что мы видим лейкопластыри, да, на щитке у Кижика. Видим то, что удары настолько хлесткие, поставленные, что даже лейкопластырь, дополнительная фиксация не помогает удержать экипировку. Половина раунда уже позади, дорогие друзья. Работает Кижик Бакайол. Петр Васильев тоже в долгу не остается. Петр Васильев тут кружит, да, возле своего соперника, ищет, подбирает моменты, лучший момент для проведения своих Надо серий. плотнее работать, конечно. Вот так. Дается команда файт, и сейчас 20 секунд. Но дистанция До конца сложнее раунда. будет Петру. Поэтому вот так вперед в атаке. Здорово. Правильную установку дали тренер. Ну что ж, последние секунды. Последние атаки.
активно работают спортсмены в концовке. Гонг. Петр завершил атаку последнюю с гонгом. Ну, сейчас послушаем секунданта. Является кандидатом в мастера спорта. Провел 70 боев, Да, Андрей Алексеев просит его качать противника, все время менять позицию влево-вправо, не стоять на одном месте, искать и контратаковать. Ну, в принципе, да, Петр Васильев хорошую работу ногами демонстрировал, да, на протяжении прошедших раундов. Постоянно он в движении. И действительно, если варьировать, да. Итак, решающий раунд. Пожелаем Петру Да, последняя удачная двухминутка. поединка. Лоу-кик заряжает Петр Васильев на старте этого раунда. И видим, вот раскачивает, да, туда-сюда двигается Петр Васильев. Ушел налево, направо. До этого, в принципе, неплохо он проваливал своего соперника. Да, и вот контратакует. Отлично его. Меняет позицию. Влево-вправо. Находит момент и неудобный момент для противника. Начинает свою атаку. Я думаю, вы слышите, как активно поддерживает, да, собравшиеся любители спорта Петра Васильева. Конечно, вот хозяин ринга, хозяин соревнований. И тут поддержка, конечно, играет тоже важную роль. Обмениваются спортсмены такими мощными лоу-киками. Серия лоу-киков в исполнении Кежика Багаев. Нельзя заигрываться. Ему надо чуть больше первым номером работать. Здорово. Двойка. Работает у Петра Васильева. В этом ближнем бою быстрее. Ему надо плотнее работать. Заходить первым номером. Вот так. И Здорово. дальше. Вот. Поймал своего соперника здорово в прошедшем эпизоде. Левым боковым довел удар до цели. Опасно. Коленом работает Кежик. Итак, последние 15 секунд. Затишье перед бурей. И последние секунды, я уверен, спортсмены проведут в активном обмене. Хороший удар по корпусу сейчас провел Петр. Все, звучит гонг. И Что видим, ж, ждем решения судей. ну, один из самых энергичных, да, у нас болельщиков можно назвать Александра Михайлова. Да, Это и главный- рядом был Анатолий Скалонович Да. Семенов, министр инноваций. Но я именно акцентирую, почему, да, на внимание Александра, акцентирую внимание на Александре Михайлове, потому что всегда на общем плане видно, как он вот Да, он подносит руки, вот на эмоциональный, карту, активно эмоциональный кричит, наш. машет руками, да. Александр Михайлов — это у нас главный тренер нашего прославленного Александра Иванова. И он действительно единогласным решением судей. один из Звание самых чемпиона России весовой категории энергичных болельщиков. Итак, решение судей единогласным завоевал спортсмен решением. красного угла. Ну Петр что ж, Васильев! поздравляем! Наш чемпион России Петр Васильев, кандидат в мастера спорта. Сейчас он стал мастером спорта. Можно уже с этим поздравить Петра Да. Васильева. Поздравляем Петю, всех его земляков, Ну что ж, всех тех, кто поздравляем. поддерживал его. И круг почета. С Браво, флагом браво, республики. Петр. Петр Васильев благодарит Ну что ж, всех. отличный день сегодня начинается для якутской сборной. Рингу Да, приглашается хорошее начало, и Петр Васильев принимает поздравления, конечно же. категории Да, до тут 5000 килограмм. все поздравляют. Была бы у нас возможность, мы бы тоже встали, поздравили Петю. Отправляется он с чувством выполненного долга, готовится к награждению. В скором времени он зайдет на высшую ступень пьедестала и получит заслуженную золотую медаль. Тут, конечно, Замечательно. все поздравляют Петра Васильева. Ну, тут, да, в какой-то момент можно было, да, немножко начинать волноваться, потому что Кежик действительно, как
свойственно, да, представителям ТВ, постоянно шел вперед. Вот иногда могло показаться то, что перебивает Кижик нашего спортсмена. Вот чаще он лоу-киками работал, но Петр Васильев Но работал за счет, точнее. Да, но за счет Петр чуть-чуть то, что уходил влево-вправо. Да, проваливал да, успешно проваливал. спортсмена, дистанцию чувствовал. Вот именно это же мастерство, это надо уметь. И вот это, конечно, работа тренерского штаба во главе с Андреем Алексеевым и, конечно же, заслуга самого Петра. Поздравляем Петю еще раз. Итак, мы идем далее. Есть у нас чемпион России, дорогие друзья. Это весовая категория до 54 килограмм. На ваших телеэкранах Алексей Спирин, мастер спорта международного класса из Свердловской области. А это еще один представитель Республики Тыва, мастер спорта Тарепчи Дангак. Я думаю, обоих спортсменов наши телезрители запомнили. На предыдущих стадиях они очень здорово смотрелись, что Алексей Спирин, что Тарепчи Дангак. В финале, конечно, случайных людей не бывает и быть не может. В финале встречаются сильнейшие лидеры своих регионов и лучшие спортсмены проходящих соревнований. Дангак Тарепчи сразу пошел вперед. Дал понять, кто хозяин в ринге. Да, я уверен, то, что наших телезрителей интересует, кто же еще из якутян выйдет на ринг в заключительном дне нашего чемпионата. Уже в следующей паре весовой категории до 57 килограмм золото чемпионата отспорит Алексей Сафайна Суханов из Республики Чечня. И вот наш Тимофей Сивцев будет с ним биться за золото чемпионата. Уже в следующем поединке, дорогие друзья, но сейчас, конечно, мы все свое внимание фокусируем на этом бое. Алексей Спирин, международник из Свердловской области. Дангак Тарепчи, мастер спорта Тыва. Колено подключает Да, Спирин, Алексей два раза пробил. Спирин достаточно эффективно использует колено. Он и опытнее, мастер спорта международного класса. Но Дангак Тарепчи идет все время вперед. Не дает ему покоя. Вяжет Алексей Спирина. Да, как мы видим, Алексей любит и умеет проводить удары коленом. Да, он правильно использует свой рост. Сразу висит на нем. Как сближиться. Но Дангак, несмотря на все эти трудности, да, он идет вперед и работает на ближней дистанции. Да, он навязывает свой темп, свой стиль. Зарядил тут целую серию лоу-киков Дангак, и на этом завершается раунд. Ну что ж, послушаем мнение Тренеров. рекомендации тренеров, секундантов. Колено хорошо, но не запирай себя в канаты, не надо. То есть ты резко раз вышел в канаты сайдстепом, все. Или провалил его, или не зарабатывай. Все, стрельбенись, успокойся. Ну, говорят Алексею Спирину, то, что здорово, да, работаешь коленами, но не стоя у канатов, надо сайдстепом уходить. Чуть больше двигаться просят тренеры Алексея. Да, конечно, потому что Дангак Тарепчи все время идет вперед. И когда зажимает его в угол, то у него для маневрирования. Да, вот на повторе как раз видели, да, то, что прижал Дангак Спирина к канатам и вот, действительно стоял у канатов, работал коленом, да. Посмотрим, как сайдстепы сейчас пойдут у Спирина. На развороте тут бэкфист проводил Спирин. Один удар колену кричи. Дается команда файт. Привычно Дангак Тарепчи идет в атаку. Но здесь перехватил Алексей Спирин. Секундант.
Я думаю, вечером будет очень много зрителей. Приглашаем всех любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф». Ну, это толчок. Это замечание. Толчки не разрешены. Да, хоть и один самый жесткий, да, раздел кикбоксинга, то тут у нас броски и толчки запрещены правилами. Конечно, Алексей Спирин старается его на дальнюю дистанцию оттолкнуть. В прыжке коленом хотел зарядить Спирин. Меньше 40 секунд остается боксировать во втором раунде. Ух, здорово тут фронт-кик до лица доводит Спирин. Вот такой касательный удар был. Да, ощущается Дангак. опыт, конечно, Алексей Спирин, мастер спорта международного класса. Официальное предупреждение за захват. Дальше минус балл. Да, захват не разрешается. Да, предупреждение. Это не минус балл. Это еще не так трагично. Стоп! Полгон. Все, завершился раунд. Послушаем тренеров. Николай Иванов, один из прославленных наших кикбоксеров, тай-боксеров Республики Саха-Якутия. В синем углу ринга отдыхает представитель Республики Тыва. Дангак Карачи. Не надо сейчас ломаться. Надо сейчас просто выйти и сделать. Ты это можешь сделать. Просто третий раунд. Я тебе еще раз говорю. Бей лоу-кик правый. Левый обозначил. Лоу-кик пробил. Да, просит Алексея Спирина чаще работать лоу-киками, готовить левой рукой свою атаку. Слышали, да, мы прекрасно, как тренер заряжал своего подопечного. Действительно, против представителя Тывы, наверное, я думаю, всегда непросто, да, биться. Да, они выкладываются полностью. Спортсмены из Тывы. поэтому Всегда и работают играть, первым номером, да, идут и вперед. победить. То действительно, да, важно сохранять свой настрой. Тренер говорил, да не надо сейчас ломаться, все. 2 минуты. 2 минуты. Алеша, ты можешь, ты умеешь, надо просто выйти и сделать. Плотный бой. Конечно, последний раунд. Алексей Спирин, напомню, мастер спорта международного класса. Дангак Терепчи у нас мастер спорта. Алексей представляет Свердловскую область. Терепчи, Дангак, Республика Тыва. Лоу-кики заряжает Дангак, и в ответ летит колено. Да, Алексей Спирин достаточно эффективно использует в ближнем бою колени. Ну сколько уже вот таких лоу-киков, да, за эти 3 раунда выбросил Дангак? Да, он при движении делает лоу-кики. После атаки руками заканчивает лоу-киками. Ну, про корпус Дангак тоже не забывает. Сколько у нас там? 30 секунд остается. Это последний раунд, дорогие друзья. И сейчас, конечно, обоим спортсменам нужно максимально продуктивно использовать остаток времени. Устал Алексей, Да. потерял равновесие. Хороший лоу-кик сейчас в атаке. Еще одно очко получил Дангак Терепчи. Ну что ж, последние мгновения этого поединка. Все. Звучит гонг. Поединок завершился. Ну что ж, сложный бой. Только судьи сейчас определят победителя. Да, и Ну и тренер, да, секунданты согласен и тренера с вами, согласен. Владимир Тяжелый Давидович. бой, говорит. Говорит тренер, очень сложный бой, действительно. Последний раунд Алексей Спирин отдал. Буквально с разницей 1-2 удара. В этом бою
победу по очкам и звание чемпиона России Решение в весовой судей. категории до 54 килограмм завоевал спортсмен красного угла Спирин Алексей Спирин Да, Алексей Спирин. становится чемпионом России в весовой категории до 54 килограмм. Ну что ж, поздравим Алексея Спирина, мастера спорта международного класса из Свердловской области. Надо похвалить Дангак Терепчи. Он расстроен. Да, конечно, он расстроен. Он так шел. Он убедительно шел. Мы видим, да, вот Да, досаду он расстроен, на расстроен. лице Его представителя можно понять, ТВ. Дангак Терепчи. Ну, а на лице Спирина, конечно же, ну не сказать, что прямо очень много радости, да, видимо, остался в Алексей, ну, не совсем довольным, да, своим выступлением, но тем не менее, золото в его кармане. Но действительно очень равный поединок получился, и мне вот казалось, то, что Дангак как-то больше вот нашлепал, как говорится, да. Очень много вот, только за счет одних вот лоу-киков, интересно, сколько набрал очков Дангак Терепчи. И вот, как я заметил, Алексей не бросался отвечать вот на каждый лоу в исполнении своего соперника. Ну и тем более в третьем раунде Дангак очень хорошо отработал, и могло создаться такое впечатление, что представитель ТВ выйдет победителем, но Алексей Спирин был точнее. Судьям виднее. Мастер спорта международного класса Алексей Спирин. Первое место. Чемпион России в весовой категории до 54 килограмма. Соответственно, Терепчи обладатель серебряной медали. Идем далее. Весовая категория до 57 килограмм. Сафай Насуханов на ваших телеэкранах. Кандидат в мастера спорта из Чеченской Республики. И его соперник, дорогие друзья, представитель сборной команды Республики Саха-Якутия Тимофей Сивцев, мастер спорта. Да, Дангак Терепчи только вышел с ринга, он долго стоял. Не был согласен с решением судей. Ну, что сделать? Да, и пришлось немножко подождать, да? Да. Тимофею. Итак, на ваших телеэкранах Тимофей Сивцев только что был, спортсмены в центре ринга. И сейчас, дорогие друзья, второй финальный поединок, в котором принимает участие якутянин, представитель якутской школы кикбоксинга. И внимание, дорогие друзья. Начинают с разведки оба. Да, достаточно спокойно стартует данный поединок. Сивцев Тимофей чуть выше роста. Хорошая комбинация. Красиво. Хорошо, дистанция работает Тимофей. Тимофей мастер спорта. Сапай. Хорошо проходит этот удар. Чеченская республика. Вот как называют, да, на Западе Супермен панч. Тимофей Сивцев здорово этот прием использует. Сафай тут пошел вперед и вяжет своего соперника. Тимофей Сивцев, да, надо отойти от канатов. С разворота пробивает Сафай. Хороший лоу-кик. Пропустил лоу-кик Тимофей. Хорошо наводит удар. Хороший, точный удар. Молодец, Тимофей, надо продолжать в том же духе. Остается 20 секунд. В первом раунде здорово. Вчера он очень эффективно эти прямые удары встречные проводил Тимофей. Сегодня повторяет этот свой коронный удар. Ну и По вот, защите, по защите с разворота. да, завершается раунд. Послушаем тренеров. Василий Васильев, двукратный чемпион Европы и мира. Знаменитый кикбоксер ваших экранов.
красочный чеченский язык. Мы послушали. Да, интересный поединок проходит. И говоря о Василии Васильеве, да, нашем именитом кикбоксере, есть очень интересная история. Вообще, вкратце, если рассказать, он в интервью вот рассказывал насчет, вот, не помню, какого именно турнира, вроде про чемпионат мира именно он говорил, один из 2 чемпионатов мира, где он держал победу. Он сражался против бразильца. Да. И он тогда говорил, то, что у него тотемным животным является, да, полярный волк. И он говорил, то, что почему он выбрал именно полярного волка, потому что это хищник. Он Да. говорил, то, что когда выходил против бразильца, он вышел и для себя вот решил и сказал, указал на бразильца и сказал: ты моя жертва, да? Да, ты моя Я добыча. охотник, ты моя добыча. Он вышел как голодный волк. Да. И Тимофею Хищник нужно вышел так же против работать. человека, да. И вот здесь ему тоже пожелаем, Тимофею. Вот с голодом именно сражаться. Включить вот этого хищника, да? Да, почувствовать себя хищником. Как Василий Васильев написал в своем воспоминании. И вот здорово вновь проводит удар правой рукой Тимофей. Ну, до конца второго раунда 1 минута. Да, половина раунда позади. Хороший, отлично, Тимофей. Так, ну тут Сафайна Суханов чуть ли предел ринга чуть не покинул. Да, здорово, здорово. Тимофей Чувствует ищет, дистанцию Тимофей. маневрирует. Много двигается Тимофей по защите. Работает, колено подключает Сафай. Хороший боковой. Да, вот на уходе обязательно, да, вот надо цеплять свои очки. Не получилось ответить лоу-киком в этом эпизоде. Остается меньше 20 секунд. Тимофей идет вперед. Поддерживает трибуны якутянина. Пошел вперед Тимофей, но Последняя атака. не получилось. 5 секунд. Триумф болеет. Завершается раунд. Отправляется Лоу-киком спортсмен. Тимофей закончил. Точным ударом. Является мастером спорта. Ну, Андрей Алексеев просит Тимофея больше двигаться. Да, не стоять, маневрировать и атаковать. Да, потому что если в статичное положение будешь находиться, мы видим, да, то, что Сафайна Суханов, он может... Да, он хорошо готовит Да? атаку свою. Видите, как он красиво заканчивает свои удары. С разворота колени пошли. Итак, выходят спортсмены к центру ринга, и у нас Итак, заключительный последний раунд. Решающий. Ну что ж, сейчас надо включать все запасы энергии и отработать максимально продуктивно оставшуюся 2-минутку. Сафайна Суханов является кандидатом в мастера спорта. Что касается нашего Тимофея, он мастер спорта. Активно Хорошо работает развернул. Да. Немного поточнее надо быть Тимофею. На кону золото чемпионата, дорогие друзья. Здорово с разворота. Касательный удар. Да. Неприятный человек. Колено хорошо. Да, надо отвечать, конечно же, Тимофею. Последние 40 секунд. Немного отдохнули спортсмены.
Триумф Повышает гремит. Митчелл. Вы слышите, зрители, как болеет в Триумфе за Тимофея. И вновь вот этот удар с разворота. Ну все, последние секунды этого поединка. Тимофею здорово было бы сейчас. О, отвечать. хорошо, Гол кик. Лу. Ну что, последняя атака. 5 секунд. Боковой проходит. Еще. И все, завершается поединок. Бой завершился, товарищи. Ну и сейчас Ну остается что, с волнением ждем, ждать ждем, решения. ждем. С нетерпением решения судей. Буквально через пару мгновений мы узнаем имя чемпиона России весовой категории до 57 килограмм, дорогие друзья. На середину. Андрей Алексеев, главный тренер нашей команды, вручает флаг Победа. республики своему спортсмену и решение судей. Весовой категории до 57 килограмм завоевал спортсмен синего угла. Тимофей Сивцев! Чемпион России Вот весовой это да, категории вот до это 57 сюрприз, вот килограмм. это утро. Молодец, Тимофей! Финальный день. Второй чемпион чемпионата. России в составе сборной команды республики. Ну и, конечно, трибуны. Трибуны Чествуют поздравляют Тимофея чемпиона. Сивцева. Браво, Тимофей, браво! Родные стены помогли. Поздравляем мы Тимофея и Андрея Алексеева также Да. поздравляем, главного тренера. На экранах Николай Слепцов, исполнительный директор Федерации. Ну и Сергей Егоров тоже, да, подошел поздравить Тимофея. Тут все, конечно, все поздравляют Тимофея. Чемпион России весовой категории до 57 килограмм. И видим, как доволен Андрей Да, Алексеев. Второе поздравляем золото. Андрея Алексеева и Тимофеева, Сивцева, его воспитанника. Достойна победа. Да. Высшая проба. Динамичный поединок-то получился, однако, да? Рефери пары номер 6. Судья. Сафай Насуханов был очень активен. Да, он достойный бой дал. Стоит отдать должное. Пара номер 6. Вообще чеченская сборная команда очень сильная в командном зачете. Ну, там, думаю, да, чеченцы, кстати, Да, они займут могут. первое место. У них почти в каждом весе вот выходит Да, вот на, спортсмен. например, на полуфинальной стадии, да, вот в каких весовых категориях было так, что три представителя Чечни, да, в полуфинале. Да, это невиданно. Да, ну и, конечно, там очень много, дело в том, что очень много спортсменов, да, привезли. И, ну, не будем забегать далеко вперед, озвучим мы итоги, конечно же, и командных соревнований, но мы идем далее. Это весовая категория до 63,5 килограмм, дорогие друзья, на ваших телеэкранах в синей форме. Ну, начнем, конечно же, с красного. В красной форме Виктор Михайлов, мастер спорта международного класса из Челябинской области. И, соответственно, в синем углу ринга его соперник Саид Магомедов, также международник, представляющий Саратовскую область. Вот эти спортсмены сейчас оспорят золото в данной весовой категории. Да, два титулованных мастера спорта международного класса сейчас встречаются. Бой будет интересным, зрелищным, надеемся. Интересно, почему вот данную пару не отправили в гала-финал. Потому что вот мы уже объясняли, да, дорогие друзья, тут очень интересная, конечно, практика. С 11 мы начали трансляцию, мы показываем финалы, да. А вечером в 17:00 мы начнем трансляцию гала-финалов. Вот в гала-финалах у нас участвуют спортсмены, которые имеют высокие звания. То есть оба Да, участника тяжело. финала, вот заслуженные мастера спорта, международники, да, по такому принципу разделяют вот финалы и гала-финалы. В кикбоксинге, дорогие друзья, вот такая практика наблюдается в последние годы. Ну и чемпионат России, который проходит в Якутске, он не стал исключением. Вот поэтому я задаюсь вопросом, можно вот два международника, могли увидеть их и в гала-финале. Но будем считать это репетицией. Ну, да, да? мы пропорционально развели, чтобы вечером тоже было достаточное количество боев. Да, сегодня вот в рамках утренней программы у нас запланировано 9 поединков, а вечером мы увидим 6 поединков.
И сразу я скажу то, что вечером мы увидим поединок Дениса Андреева, представителя сборной команды Якутии. Он в финале весовой категории до 67 килограмм встретится с Тамерланом Башировым, международником из Чеченской Республики. Тоже очень интересный поединок. И давайте я сразу проанонсирую. Это мы начинаем в 5 вечера, да, транслировать гала-финалы. И это у нас третий по счету будет поединок. Так что, друзья, приходите в «Триумф», включайте нашу трансляцию. У нас остались только самые-самые интересные и зрелищные поединки. Хорошие боковые удары. Да, в Точно. атаке хорошо действует Михайлов. Два международника оспаривают золото в этой весовой категории. Первый раунд завершен. И сейчас у нас будет возможность послушать тренеров. Надо привыкать. Попробуй с рук зайти и ногой. В голову особо не кидай. На очки поиграй. 1-1 счет. Смотри, нужно по корпусу тоже бить. Понял? Ну, конечно, из двух, то есть это все нужно, то есть как бы по корпусу бить, на голову переносить. Последняя атака хорошая. Повторных атак, вот особенно. Ну, согласитесь, дорогие друзья, очень интересно, да, вот послушать тренеров, это заставляет, да, вот почувствовать, да, себя вот прям на ринге. Чувство присутствия придает вот эти вот включения по углам. И второй раунд у нас начинается, дорогие друзья. Финал продолжается в весовой категории до 63,5 килограмм. Виктор Михайлов, Челябинская область, и Саид Магомедов, Саратовская область. Оба спортсмена являются мастерами спорта международного класса. Ну, видим то, что примерно одинаковой комплекции. И... да и по росту нету такой разницы ощутимой. Да, они одного уровня спортсмены, достаточно друг друга знают. Ведь осторожничают друг друга. Но в первом раунде мы видели, да, как может включиться Михайлов. Вот если он начнет работать, то может выкинуть такую хорошую продолжительную серию. Ну, конечно, очень хорошо начался для якутских любителей спорта, да, наш заключительный день. 2 золота, дорогие друзья. Тимофей Сивцев и Петр Васильев. Да, мы увидели 2 красивейших боя. Представители якутского кикбоксинга. Радует, что с таким высшей пробой медаль сегодня получится. Да, и сегодня вечером, как мы уже сказали, да, будем мы еще поддерживать, болеть за Дениса Андреева. Мастер спорта международного класса, который все эти дни провел очень динамичные, красивые, зрелищные бои. Близится к завершению у нас второй раунд. Ну, Осталось несколько 10 так секунд. спокойненько, да, относительно работают спортсмены в этом поединке. Да, как на тренировках работают. Ну что ж, и сейчас перед стартом заключительной двухминутки спортсмены получат наставление. Поддавливать вниз. Корпус ты пробиваешь, если видишь атаку, он назад попятился, за ним тоже надо. Контратаку сразу. Понял? 2 волны нужно. 2 волны. Все, дыши. Тренер просит Виктора следовать, да, за соперником. Провел атаку, если спортсмен, вот соперник твой попятился назад, но не надо стоять на месте, идти вперед и развивать свой успех. И в 2 волны надо работать.
Конечно, надо поплотнее работать, показывать свое мастерство и контролировать бой. Так. Ну что ж, заключительный, третий раунд. Да, последняя двухминутка. На кону золотая медаль. Весовой категории 53,5 килограмма. Ну, это последняя, да, вот последняя возможность для того, чтобы пополнить свой счет. Вот мы знаем, что спортсмены всегда вот знают, да, вот что у нас. Ну, текущий счет, да, поединка, секунданты обычно подсказывают. Например, проигрываем там столько баллов, и я думаю, сейчас, да, два спортсмена, конечно же, да и счет знают, да и сами чувствуют примерно, каков расклад, да? И да, они ощущают разницу ударов, пропущенных и то, что попадает. и с учетом этого они, конечно, будут работать. И опытный спортсмен всегда старается наращивать темп своей атаки. Да, двойка и колено. Виктор Михайлов идет более эффективный, точный удар. Вот здорово, хорошая серия проходит. Да, тут ну, 3 раза точно попал Виктор Михайлов. Чувствительный удар были. 20 секунд остается. Точнее, Виктор Михайлов из Челябинской области, мастер спорта международного класса. Саид Магомедов как-то уже сдает функционал. Ну и подходит к завершению данный финал. Спортсмены благодарят друг друга. Спокойненько так провели, да, поединок? Как-то вот после поединка Тимофея Сивцева, да, с Сафаем Насухановым, как-то вот тут все были заряжены, да, все кричали, и тут немножко успокоились. Да, зрители наши успокоились, эмоции выплеснули до вечера, видимо. Ну, не каждый же финал должен быть прям таким динамичным, да, тут, конечно, какую тактику выберет спортсмен, от этого зависит. И решение судей, дорогие друзья. Да, Виктор Михайлов. Единогласным решением. Представитель Челябинской области становится чемпионом в этой весовой категории. Заслуженно одержал победу, завоевал чемпионское звание. Мы его поздравляем. Поздравляем Виктора Михайлова. Конечно, Челябинская область. Да, и поблагодарил болельщиков, судей, рефери на ринге. Ну и видим чемпион России на ваших телеэкранах, дорогие друзья. Видим, да, вот, следы вот борьбы за эту золотую медаль на лице. Ну, конечно, в этом виде достойная спорта медаль. да, Достойная медаль. ничто просто не приходит, да, за все. Конечно. Надо платить, за все надо бороться, тем более в самом жестком разделе кикбоксинга. И Виктор Михайлов, ну, действительно, переиграл, победил заслуженно представитель Челябинской области. И, соответственно, Саид Магомедов у нас из Саратовской области становится серебряным призером. Итак, мы видим, на ринге уже стоит у нас Владислав Украинец. Это мастер спорта международного класса, который защищает цвета Пермского края. И сейчас он дождется своего соперника. Вот он на ваших телеэкранах. Магомед Махамаев, мастер спорта из Волгоградской области. Сейчас они оспорят золото весовой категории до 71 килограмма. Украинец у нас, как я уже сказал, да, мастер спорта международного класса. То есть на документах он, на бумагах, является фаворитом. Семейный рефери у нас сейчас произойдет. Да, дождемся. Все, смена рефери прошла, и спортсмены могут зайти на ринг. В ринге пара номер 7. Владислав Украинец, Пермский край.
Короткий инструктаж, и сейчас начнется борьба за золото весовой категории до 71 килограмма, дорогие друзья. Итак, звучит гонг, дается команда Fight, и начинаем. Да, у Владислава украинец, татуировка, известна из фотографии комбат Великой Отечественной войны. Известный герой, который поднял в атаку свой полк. И при этом погиб. Ну, в дань уважения об этой фотографии, об этом герое, надо признать, Владислав Украинец сделал себе татуировку. Надеюсь, эта татуировка поможет ему в этой поединке. А вот да, теперь я заметил, вот просто не обратил внимания изначально вот на эту татуировку, да. Да, это известная фотография. Очень Великой Отечественной войны. интересный выбор, да, вот. Ну, такой человек патриотически настроенный по жизни. И так Явно, совпало, что в финале да. в красной форме, да, Да. выступает. Человек очень любит историю. Не каждый вот так вот делает себе такую татуировку. Итак, Владислав Украинец. Ну, он ниже ростом. Да, чуть ниже, но работает первый номер. диктует Да? свои условия. Близится к завершению первый раунд, и видим кровопотек на лице Махамаева. Хороший удар. О, Хороший бэкфист. бэкфист. Так, тут понадобится помощь не врача, а секунданта, да, надо просто протереть. Дается команда Fight, и ну, осталось тут провести меньше 15 секунд. Первые двухминутки. Вновь хорошо попадает украинец, и бэкфист пролетает мимо головы со свистом. Все, конец первого раунда. Ну, дождемся второго раунда. Сейчас работают секунданты. Ник Смаркай говорил. Как это? Ник Смаркай. Ну, то есть, ну, сейчас лукики старайся не пропускать. Щиты ставь, так все нормально. Свою работу. Ну что ж, была у нас возможность, да, крупным планом разглядеть татуировку Владислава Украинца. Действительно, вот говорит, да, о личности Да, этого спортсмена. Интересный выбор, действительно, очень красивая татуировка, и не менее красивые, вот мы видим, атаки в да, исполнении. интересно узнать историю этой международных. татуировки. Кстати, да. Непосредственно, да. Почему все же он решил такую? Ну, как комбат все время идет вперед. Соответствует, да? Соответствует, да, своей татуировке. Идет к победе. Решительно. И во время, кстати, вот перерыва рефери подошел в синий угол и внимательно осмотрел вот лицо Махамаева. Вот мы помним, да, что после середины первого раунда у него кровопотек. Приличный такой был. От точного удара у него пошло. Продолжает прессинговать своего соперника Владислав. Да, с азартом идет поединок. Интересный бой. Никто не собирается уступать. Это 7-й по счету поединок в рамках Потерял утренней он программы. И напомним, что вечером в 17:00 мы начинаем трансляцию гала-финалов. Там у нас запланировано 6 поединков. И увидим мы там выступление Дениса Андреева, нашего спортсмена. Да, предупреждение получает. Спортсмен синего угла Магомед Махамаев из Волгоградской области.
Ну, украинец опытнее, конечно, ощущается. Он мастер спорта международного класса. А Магомед Махамаев мастер спорта. В том же духе продолжает работать Владислав Украинец. Он работает первым номером. Да, постоянно идет вперед, навязывает свой бой, стиль. Устроили тут обмен лоу-киками и вяжет своего соперника украинец. Звучит гонг. И сейчас мы послушаем тренеров. Дай воды. Немножко идешь, начинаешь отступать. Отступать, потому что видишь, что один дает ему преимущество. Когда он дернул, пробил, встретил, ты не встречаешь. Все, вот свои комбинации, понял? Да, оператор показывает эту татуировку комбат. Напомню, это известный герой. Фотография с Великой Отечественной войны. Комбат, который поднял в атаку свой полк и при этом погиб. Посмертно ему было присвоено звезда героя. Ну, в атаку, да? Ну, не что ж, поднимает он сам никого, сам идет пошел в атаку, украинец. Ну, неизменно, да, вот он. Да, боец, конечно. Владислав Украинец. Здорово тут. Он встречает Магомед Махамаев. Ему поставили задачу вызывать противника на себя и на отходе встречать, что и делает. Да, как я понял, тренер вот просил не рубиться, да, с украинцем. Ну, хороший лоу-кик. Вывел из равновесия Владислав Украинец. Мы видим маму Александра Иванова. Первая чемпионка мира Якутянина. Меньше минут остается боксировать в этом поединке. Это финал, на кону золото чемпионата. Так до конца 40 секунд. Владислав Украинец все время идет вперед. И продолжается. Ух, посмотрите на это, дорогие друзья. В прыжке зарядил, так? Хороший бэквист. Бескомпромиссный бой. Красивый зрелищный показывают спортсмены. Да, красивую концовку дарят нам файтеры. Сейчас предупреждение. Дают синему углу, скорее всего. За то, что он использует броски, толчки. Устное замечание. Отделался. Да, видим, не останавливается кровопотек на лице спортсмена в синей форме. Не то, что не останавливается. Красивый бой, много. красивый бой. Аплодисментами завершился бой. Мы видим то, что еще на груди, оказывается, у Владислава еще и медведь набит. В этом бою победу по очкам и звание. Ну, это дань уважения, конечно, своим предкам. 71 килограмма Татемизу. завоевал спортсмен синего угла Махамаев Магомед. Магомед Махамаев, дорогие Да. друзья. А еще подошел Кто так бы мог вовремя, подумать. Мгм. да? Да, Я вот. честно болел за Владислава Украинец. Ровно успел надеть куртку свою, да? Именную. Ну что ж, поздравляем
спортсмена Волгоградской области Магомеда Махамаева, мастера спорта. Он стал чемпионом России в весовой категории 71 килограмм. Да. Здорово, конечно, отработал. Ну, настроение отличное. Магомед. Чемпион Его России перед поздравляю. вами, дорогие друзья. Судейская бригада в том же составе. Приглашается пара номер 9. Ну туда могло создаться впечатление, что Ну, бой абсолютно Владислав равный. украинец, да, вот как бы работал, шел вперед постоянно. Но мы об этом уже говорили, да, то что когда ты работаешь первым номером, это не означает то, что Абсолютно выиграешь, равный бой. поединок. Абсолютно равный бой. 8-й пары не состоится ввиду снятия врачом. очень внимательно подсчет ведут судьи, и у нас в зачет идут, конечно, только акцентированные хорошие попадания, и таковых у Магомеда Махамаева было больше. Итак, идем далее. Ощущение, что одним-двумя ударами точно только выиграл Мухаммед. Приглашается пара номер 9. Да, я думаю, тоже Махамаев. перевес минимальный. Да, минимальный. Сайфуллах Хамбахатов, мастер спорта из Республики Чечня. на Да, ваших оба телеэкранах. чеченца встречаются. Да, чеченский финал. Мгм. Сулейман Касумов теперь на ваших телеэкранах. Два мастера спорта из Чечни. Чемпионат России превратился в чемпионат Республики Чечня. Кстати, да, у нас вот мне тут подсказывают коллеги, то что да, подсказывают, поправляют меня коллеги. Мы пропускаем весовую категорию до 75 килограмм. Видимо, ввиду травмы там один спортсмен не вышел. И таким образом мы сейчас посмотрим бой в весовой категории свыше 91 килограмма. Но тут, да, тоже чеченский финал в этой весовой Да. категории. Магомед Адаев на ваших телеэкранах, кандидат в мастера спорта, но его соперник Асадулла Насипов. Ну вот говорили, да, мы о том, что действительно в нескольких весовых категориях была такая история, что в полуфиналах, например, 3 чеченца сразу вышли, да, и вот Да, как тут раз, уже в финале. да, вот, В больших весах 75 килограмм, 91. да, чеченские чеченский финалы в этих финал. весовых категориях. Надо похвалить чеченскую сборную и главу республики Чечня. Ну что ж, это самая тяжелая весовая категория, дорогие друзья, и мы вот в весе до 91 килограмма, да, видели вот сколько нокаутов, а это свыше 91 килограмма, и тут любой практически удар может решить исход. Да, закончится досрочно. Хайкик заряжает Насипов. Но Асадулла Насипов гораздо выше своего противника. Но ощущается, что они хорошо знают друг друга. Да, Ну, конечно, этот бой бескомпромиссный будет. занимаются, наверное, в одном зале, конечно же, и прекрасно знают. Да, на друг кону друга. звания чемпиона России. И будет нокдаун сейчас Да. отсчитываться. За точный удар. Считают. И тут Насипов, да, он зарядил такой мощный хайкик. Да и в принципе вот Насипов очень жестко работает, да, идет вперед. Да, у него и рост, и в целом преимущество. И вот как здорово однозначно. работает. Колено раз за разом подключает Насипов. И у нас какая-то обратная история, да, обычно вот спортсмен ниже ростом идет вперед, а тут мы видим Насипов при таком преимуществе, да, в росте, вот наоборот работает, первым номером идет на своего соперника и вот обрушивает на него прям шквал ударов. Да, за счет высокого роста, с дальней дистанции он атакует и идет вперед. И это здесь неудобно. Ну, обозначил свое преимущество Насипов на старте, да, вот. Ну, в первом раунде. Да, в общем, заявил сразу, кто хозяин этого ринга. Насипов. Как-то Адаев скованно несколько выглядит, обескураженным. Звучит гонг, и, ну, конечно, Завершился первый раунд.
Ну что ж, послушаем тренеров. Ну, слышим красивый чеченский язык горцев наших российских. Ну, тут Асадулла, да, вот Насипов ведет в этом поединке. Это прям с самого начала раунда он начал идти вперед. И вот серия руками чередовалась вот ударами коленом, да и хайкики такие бодренькие заряжал Насипов. Да, тут видно, что Асадулла Насипов наиболее подготовлен к этому чемпионату. Главное, чтобы здесь случайностей не возникло. Случайные удары могут решить исход боя. Да, лаки-панч никто не отменял, да? Да. Магомед Адаев что-то скромненько выглядит. И первый раунд он уже проиграл и прекрасно это понимает. И как-то рисковать, может попробовать, да, идти вперед. С экипировкой проблема возникает у Насипова. Ну, обычное дело. Сейчас быстренько футы поправят, и поединок у нас возобновится. Звучит команда «Файт». Продолжается финал весовой категории до свыше 91 килограмма. Самая тяжелая категория. Вот хороший боковой сейчас прошел у Адая Магомеда. Вновь коленом заряжает Насипов. Серия руками и мощный лоу. Половина раунда позади, дорогие друзья. Ну, как-то в этом раунде Асадулла Насипов свой натиск уменьшил. Да, в общем, как тренировочный бой у них. Проходит, как Проходит, спарринг идет, да? Да. В первом раунде ведь мы видели, да, как Асадулла намного решительнее шел вперед и прям жестко так заряжал по голове, по корпусу своего соперника. Ну а во втором раунде что-то у нас Чуть спокойненько идет работа. чуть спокойнее. Рефери может дать замечание в этом плане. Ну, каких-то вот решительных действий от Магомеда Адаева мы совсем не видим, да? Да, он уже примирился с серебряной медалью. Создается такое впечатление, да? Да, такое впечатление. Все, звучит гонг, это конец второго раунда, друзья. Сейчас, может, как-то оживят, да, Магомеда Адаева. Давайте послушаем. Да, знали бы мы чеченский язык, обязательно бы перевели вам план на третий раунд Магомеда Адаева. Но в углу Асадуллы Насипова, конечно же, царит спокойствие. Уверенно ведут они в этом поединке. И, в принципе, ну, зачем что-то менять, если все работает? Да, два чеченских спортсмена в финале. Поэтому будет достаточно спокойный, предсказуемый. Да, может создается такое впечатление, что ну вышли, да, вот поработали в первом раунде, ну, все стало понятно, что Асадулла Насипов имеет лучшую подготовку. Ну и, собственно, ребята, давайте
доведем поединок до конца без каких-то Да, ощущение такое. травм, да, вот все, выяснили все в первом раунде. Тренировочный бой в спортивном клубе «Ахмат». Вот коленом работает Насипов. Но, да, конечно, шутки шутками. Почему мы так говорим? Потому что Насипов действительно в первом раунде работал намного жестче. Потом что-то во втором так уже спокойнее. Да и видим динамики, да, вот нету в этом поединке. Но они знают друг друга, поэтому так ведут бой. В целом это можно понять. И зачем травмировать друг друга? Обоих золотые и серебряные медали. Только порадоваться за сборную команду республики. Чечня. Да, вечером мы подведем итоги и озвучим, да, информацию касательно количества медалей. Я так думаю, да, Чечня, конечно же, в числе лидеров будет обязательно, потому что очень много спортсменов они привезли на эти соревнования и успешно выступают. Они даже по приезду сразу сказали, что в командном зачете они претендуют стать. С такой целью, да, вот именно прилетели. Ну, на прошлом, кстати, чемпионате вот, они же заняли первое место в командном первенстве, если мне не изменяет память. Честно скажу, не следил за этим. Но мы уточним Да, эту информацию. Завершается тем временем этот поединок. Ну и в любом случае тут в весовых категориях, да, до 75 и 91 килограмма золото, серебро у чеченской команды. У Да, нас поздравим их. предыдущий финал, вот я говорю, 75 килограмм, да, этот финал не состоялся, там, видимо, спортсмен, один из участников финала, ввиду повреждения или травмы, вот, не вышел на ринг и, собственно, этот поединок не состоялся. Там тоже у нас чеченский финал должен был быть. Ну а сейчас в этом противостоянии нас побеждает свыше 91 килограмма завоевал боксер синего угла. Но тут, да, без сюрпризов. Асадулла Насипов. Да, поздравим. В самом Асадулла начале вот, Насипова. поединка он так ярко обозначил свое превосходство. И спокойненько довел поединок до победного конца. Тем самым он стал чемпионом России в весовой категории свыше 91 килограмма. Соответственно, Магомед Адаев у нас уезжает домой с серебряной наградой. Ну что ж, досмотрели мы до конца утреннюю программу заключительного дня чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1. Из 9 запланированных 8 поединков мы посмотрели. И режиссер нашей телетрансляции предлагает вашему вниманию повторы минувшего раунда. Ну, тут, конечно, без вопросов. Асадулла Насипов работал агрессивнее, точнее и мощнее. Поздравляем еще раз Асадуллу Насипова с этим чемпионством и с этой яркой победой. Да, заслуженная победа. Ну что ж, Поздравим. друзья, прежде чем попрощаться, мы проанонсируем, да, мы вечером в 17:00 начинаем трансляцию гала-финалов. В рамках вечера у нас запланировано 6 поединков. И, конечно, мы обратим особое внимание на третий поединок. У нас там встретится Денис Андреев, якутянин, спорит золото с Тамерланом Башировым из команды Чечни. Да. Будут красивые бои вечером. Мы всех вас ждем. Да? Напоминаем, в 17:00 мы возобновляем нашу трансляцию, дорогие друзья. Так что оставайтесь на нашем телеканале. Вечером тоже вас ждут очень интересные поединки. Ну что ж, увидимся вечером. Да, ждем вас вечером. Hurriyatçı, поэт, драматург, тылбатчыт, Саха Республикатын искусствотын төләк диетелі Иннокентий Аксентьевич Дмитриев сен чолбодук 9 сыллақ үбіліен көрсі Харыан қампа күйек кытылым спектакльге үңірабыд. Кыржыктах, сақалы куттах, көңіл тыңнах,
Кым? Сурут, ах, саңаны бел. Кым? Бир үйе. Внимание! Новые возможности для работодателей, трудоустраивающих безработных граждан. Как принять участие в программе? Служба занятости населения окажет вам содействие в подборе необходимых работников. Принятые на работу граждане должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня и получать заработную плату не ниже величины МРОТ. Подайте заявление на возмещение затрат в Фонд социального страхования через месяц после трудоустройства безработных граждан через личный кабинет страхователя. Средства на оплату труда возмещает Фонд социального страхования. Общий объем средств на одного работника составит около 70 тысяч рублей. Актуально для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Ayılgalın altıhan Dün bılır kızılardan Gün otuttan küsülan Ekkin singin erçiyen Bastın böğüs Çulu tuzluk Kılbar kıyı kınaktanan Yürü örököy argıstan Kirsi ayı bastın Bu köbürge tağısты